Сегодня я познакомлю вас еще с двумя гласными – твердым «о» и мягким «э». Повторяйте вместе со мной. «О», «э», «ол», «ын», «ош», «ыш», «оран», «ырле». Сейчас, когда вы вместе читали эти слова, почувствовали, как важно определенное положение губ. От точной артикуляции зависит правильное произношение. Итак, твердый «о» и мягкий «э». Их звучание не напомнило вам знакомые нам звуки «о» и «э»? Ну, конечно, только «о» и «э» краткие, а «о» и «э» долгие звуки. Но все тонкости произношения звуков «о» и «э» вы сможете ощутить, прочитав вместе со мной несколько примеров. Слово «жорт» твердое, и его звучание определяет твердый звук «о». А «жирек» – мягкое слово, мягким его делает звук «э». А вот еще пример. Слово «олан» твердое, с твердым звуком «о», а слово «эмет» звучит мягко, так как мягкость его звучания определяет звук «э». А теперь давайте составим пары слов со звуками «о» и «э». Коз – скала, көз – осень, тор – стань, төр – вид, кон – цена, күн – солнце. От изменения одной гласной в казахском слове зависит весь его смысл, и вы в этом только что убедились.